школе номер 1 сегодня обычный учебный день, но необычный для Марии Давыдовой. Учитель начальных классов, она выбрала свою профессию сама и ни разу об этом не пожалела. Каждый день в школе большой и кропотливый труд, тем больше профессия любима. 8:15. Звонок на урок. С первых минут Мария Павловна притягивает внимание своих учеников. В классе полное прилежание и сосредоточенность. Не просто потому, что так надо, а потому, что детям интересно. Еще и стимул стать лучшим учеником не позволяет расслабляться. Пробудить в ребенке активную позицию инициативу – самое важное, говорит Мария Павловна. По результатам этого рейтинга мы выводим самого лучшего ученика в конце учебного года. Это не обязательно лучший ученик по учебе. Это ученик, который активно участвует во всех мероприятиях, который в общественных мероприятиях, концертах принимает участие, приносит рисунки на конкурсы рисунков, активно участвуют его родители во всех мероприятиях. И мы проводим, у каждого ребенка есть свои баллы, которые они потом, родители очень радуются тому, что дети активными очень стали. Проводим такие хорошие концерты для родителей. Поэтому дети очень активные в классе. То есть этот метод эффективен, да? Я считаю, что это эффективный метод. Работаю так уже давно. Детей потом разбиваемся на звездочки, работаем с этими звездочками, каждая группа тоже. Работа учителя требует высокой концентрации, внимания и терпения. Ведь каждый шаг требует ответственности. С детьми давать слабинку никак нельзя. Это круглосуточный режим, полная отдача и постоянный контроль. Вместе со своими учениками развивается и сам учитель. Вложить в душу воспитание детей, взять ответственность за обучение и развитие в ребенке желания к познаниям сможет не каждый. То, что Мария Павловна наставник и пример для своих учеников, видно сразу. Мне нравится, как она нас учит. Она научила нас писать, читать. Еще она научила нас решать разные решения по математике. Там надо всякие примеры решать, на время задают. И, кто быстрее сделает, он получит 5. За весомым багажом опыта, долгие годы учительства, сотни учеников и гордость за их успехи. Мария Павловна воспитала не одно поколение выпускников, которые не забывают любимую учительницу. После окончания университета первый год работала в Тополинской школе 1 год. Потом приехала в город и 10 лет проработала в 7-й школе городской. После этого, после 10 лет, когда я уже родила ребенка, перешла в частную школу Березиной. Потом в школе Говоровой работала. И перешла потом в школу 29-ю, оттуда сюда, в первую школу. Поэтому такая миграция. Да, мной было выпущено много детей. И я очень радуюсь, когда в городе меня узнают, здороваются, спрашивают, как живу. Некоторые звонят, родители некоторые до сих пор поддерживают отношения. Дети их уже поступили, почти работают уже, а они еще звонят, рассказывают об их успехах. Тоже очень радует. Стремление к идеалу никто не отменял. Образцовый учитель 21 века. Кто он и каким он должен быть? Мне кажется, идеальный учитель – это учитель, который всегда с детьми, который, вопреки своему личному времени, найдет время для тех, кому он должен отдавать свое сердце. И у него счастливое лицо в это время озаряется какими-то такими творческими делами, зажигается. Это человек окружен такой любовью детей, детскими лицами. Он всегда с ними вместе, рядом с ними, в окружении их. И таких учителей можно увидеть. Это очень одухотворенные люди, которые не жалеют себя, забывают о своих родных детях, о своем доме и бегут на работу. И всегда с детьми. Учитель – это призвание. Будучи первым и основополагающим ориентиром в жизни каждого человека, он должен с честью выполнять свой долг. Учителями не рождаются, ими становятся. Профессия учителя очень хорошая для тех людей, кто ее выбрал.
она достойна человека, который занят таким делом, как воспитание, обучение детей. И счастлив тот человек, который выбрал эту профессию, потому что быть с детьми – это значит всегда быть на высоком позитиве, всегда быть молодой, всегда быть активной. И человек должен быть очень счастливым, если он учитель. Евдокия Ефимова, Николай Необутов, ЕСИА. Todo